Здравствуйте! В эфире программа «Дорога безопасности» и я ее ведущий Алексей Голованов. Смотрите в этом выпуске. Новая система видеофиксации «Автодория». Как открыть морозным утром машину после мойки. Это и другая автомобильная информация через несколько секунд. С 1 марта на территории Республики Татарстан начала работать новая система видеофиксации «Автодория». Что это за система и основные принципы ее работы, вы узнаете из нашего сюжета. Весна – пора обновления. С ее приходом в нашей республике обновился и арсенал систем фото-видеофиксации, нацеленных на предотвращение нарушений в сфере дорожного движения. Татарстан уже давно стал своеобразным полигоном для внедрения и тестирования различных инновационных систем. И, пожалуй, в скором времени в республике вовсе не останется зон, не охваченных теми или иными средствами фиксации нарушений. Значит ли это, что в отдельно взятом регионе на дорогах наконец-то воцарится порядок? Будем надеяться, что да. А пока с первого дня весны Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан приступила к обработке и направлению нарушителям постановлений, выявленных новым аппаратно-программным комплексом «Автодория». Вы знаете, что системы автоматической фиксации начали внедряться как в Российской Федерации, так и в Республике Татарстан с 2008 года. Сегодня мы от 2% выявления нарушений в 2008 году системы автоматической фиксации вышли на 75% выявленного общего количества нарушений. Если в цифрах, это от 38 тысяч до 4,6 миллионов нарушений. К сожалению, это очень большая цифра. Порядка 67% составляет превышение скорости на 10-20 км в час. К сожалению, я должен сказать, что оно не соответствует на сегодняшний день действительности. Эксплуатация системы «Автодория» показалось, что реальная ситуация на дорогах чуть-чуть другая. Стоит отметить, что в тестовом режиме «Автодория» работала на наших дорогах около года, благодаря чему в тех местах, где она была установлена, удалось добиться существенного сокращения нарушений. И уж коль скоро «Автодория» теперь заработала в полную силу, давайте вместе разбираться, каким образом она вычисляет любителей быстрой езды. Вот как она работает. Сначала машину фиксирует регистратор номер 1. Прибор оснащен видеокамерой высокого разрешения, вычислительным модулем, ГЛОНАСС-приемником, электронной цифровой подписью, 3G-модемом и инфракрасным прожектором. Камера фиксирует номер автомобиля. Он распознается, а с помощью ГЛОНАСС определяется точное время и место фиксации. Тем временем, продолжая свое движение, машина проезжает регистратор номер 2, который фиксирует ее проезд. Зная время проезда и расстояние между регистраторами, вычисляется средняя скорость автомобиля на данном участке. В случае превышения скорости формируется постановление, в котором указаны точное время и место нарушения. Постановление подписывается электронной цифровой подписью и отправляется нарушителю, который тут же получает соответствующее уведомление. Пожалуй, популярные в водительской среде радар-детекторы в скором времени канут в лету. А вслед за ними на свалку история отправится и ДТП, связанные с резким торможением перед приборами фотофиксации. Новый аппаратно-программный комплекс обладает к антирадарам-иммунитетом. В нем отсутствуют излучатели, а это значит, что радар-детекторы его попросту не видят. Это система «Автодория», которая проходит тестирование с марта 2012 года, значит, имеет тоже такое преимущество, оно незаметно для радар-детекторов. Вот на участке дороги М7 за одинаковое количество использования, это 48 дней, передвижная система, это КРИС-П, выявила 12,5 тысяч нарушений скоростного режима, а система «Автодория» 49 тысяч нарушений. На участке дороги, значит, в одном из населенных пунктов города Казани-Залесной передвижной системой двухзонных контроля выявлено 28 тысяч нарушений скоростного режима. Значит, а системой «Автодория» 132 тысячи нарушений. То есть вот эта статистика показывает о том, что эта система позволит привлекать к ответственности тех, кто имеет возможность сегодня нарушать правила дорожного движения. Радар-детекторы позволяют снизить скорость, пусть даже не полностью, но хотя бы до минимальной величины. В данном случае «Автодория» фиксирует все нарушения. В настоящее время приборы установлены в 8 местах.
Один регистратор Автодория контролирует до 3 полос движения. Приборы могут быть закреплены на имеющихся вдоль дороги столбах уличного освещения, а запатентованный алгоритм передачи информации позволяет избежать прокладки оптоволоконных линий. Все это позволяет значительно снизить стоимость внедрения и расширить зону использования системы, в том числе на автотрассах, в удалении от городской инфраструктуры. Чистый автомобиль приносит не только эстетическое удовольствие, но и повышает вашу безопасность на дороге. А вот как открыть весенним морозным утром автомобиль после мойки, вы узнаете из нашего сюжета. О, Гульнар, привет. Здравствуйте. Ты никак сегодня на свежевыдвинутой машине? Да. Чего вот ты мучаешься? Не могу справиться, не открывается. Я уже Как не ключом и открывается? сигнализация замерз, ключом пытаюсь, не На, получается. ну-ка дай попробуем. Опа, о, слушай, действительно. Замерз. Да. Так вот, когда машину моешь, надо чем-нибудь ее там смазывать, каким-нибудь ВДшкой или еще чем-нибудь. Ну ладно, сейчас. А сейчас что делать? Сейчас разберемся. Держи пока. Я для таких случаев с собой всегда ношу кусочек медной проволочки и зажигалку. Значит, засовываем сюда проволочку. Проволочка должна быть обязательно медная только. Она обладает хорошей теплопроводностью. Угу. Вот, засунули. И теперь второй конец зажигалочкой нагреваем. Вот, и теперь ты в перчатках. Да. Быстренько вынимаем, засовываем ключ. Вот все, и открываем дверь теперь. Ой, Так, еще одна проблема. да, еще одна проблема. Ну, опять дело в том, что ты только что помыла машину, Примерзла. закрыла, да, и уплотнитель примерз. Прежде чем после мойки закрывать двери, обычно надо поставить несколько минут и дать уплотнителям хорошенько вымерзнуть. И когда вода уже превратится в лед, можно будет немножечко помять уплотнитель, встряхнуть, но можно просто смело закрывать дверь и ехать дальше. Ну, сейчас Что будем делать как-то... теперь? Дергать будешь? Сейчас либо уплотнитель оторвем, либо дверь откроется. О, хорошо. Ура. Все, на, держи. Ну, я боюсь уже садиться. А еще какие-то подвохи могут меня поджидать все-таки в такое морозное время? После мойки машины или вообще зимой? Подвохи. Ну, один из подвохов — это скапливающаяся вода на коврике. Ну, обычно зимой я утром, когда прихожу в машину, я достаю коврик, вода, которая была вечером, она уже замерзла. Я ее первым делом стряхиваю, и только у меня скапливается разве что свежая вода. Ну, ноги отряхивать надо хорошенько, прежде чем садиться в автомобиль. Ну, а ты вот сделала очень хитро, у тебя такой тряпочный коврик. Да. Вот, он будет, правда, все время мокрый, но зато Скользить воды. не будет. Воды не будет здесь лужи постоянной. То есть время от времени его разве что сушить только. Олег Юрьевич, а вот еще были недавно очень сильные морозы, да, по 30 градусов. Никак не могла завести машину. Вроде, в принципе, не старая машина, как мне казалось бы, да, могла бы еще ездить и ездить, а вот такие проблемы уже случаются. Ну, во-первых, да, последние несколько минут надо дать обороты двигателю, дать ему поработать несколько минут на оборотах 3,5-4 тысячи, то есть оборотах максимального крутящего момента. Пусть мотор немножко пожужжит, и утром будет гораздо легче заводиться. Вот, ну еще, чтобы стартер веселее крутился, чтобы аккумулятор веселее его крутил, аккумулятор надо подогреть. То есть сильный мороз рекомендуется обычно на несколько секунд включить дальний свет. Таким образом аккумулятор немножечко прогреется, и отдача его будет лучше. Ну вот, собственно, такие маленькие хитрости, они известны, наверное, большинству опытных водителей, но почему-то все предпочитают учиться все-таки на своих ошибках. На сегодня это все. Это была программа «Дорога безопасности». Увидимся через неделю. Удачи и будьте на дороге взаимовежливы.